Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня день консультационного часа, и тема, которая нас с вами, тема сегодняшнего консультационного часа — прошлое приемного ребенка, что с этим делать. Меня зовут Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий и психолог-консультант консультационного центра. Тема достаточно обширная, важная. Коснемся некоторых значимых моментов, которые пригодятся родителям, прежде всего замещающим, те, кто слушатели нашего консультационного часа. Отличается прошлое приемного ребенка некоторыми особенностями, в отличие от кровных детей. У каждого приемного ребенка есть своя история, наполненная определенными событиями, которая, конечно же, влияет на дальнейшую судьбу ребенка в определенной степени. И первый важный момент, которого мы коснемся, это, конечно же, аспект депривации, который испытывает ребенок, приемный ребенок. Немножко напомню, что это такое. Это такое психическое состояние, которое возникает в результате определенных жизненных ситуаций, когда ребенку не предоставляется возможности для удовлетворения важных, основных жизненных психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени, что в свою очередь влияет на развитие ребенка. Какие виды депривации испытывает ребенок? Ну, прежде всего, это сенсорную депривацию или стимульную. То есть это тогда, когда ребенок не получает нужного количества сенсорных стимулов или получает их в таком достаточно ограниченном режиме, с ограниченной модальностью, и это обычно однотипные какие-то стимулы. Да, для развития ребенка нужно много сенсорных стимулов, разных, в достаточном количестве, с разной модальностью, то есть степенью изменения. Дальше ребенок приемный испытывает когнитивную депривацию. То есть та структура внешнего мира, в котором он существует, она слишком изменчивая, быстро изменяются обстоятельства, без четкого упорядочивания, смысла, которое ребенку не дает возможности понять, что с ним происходит, и как-то прогнозировать события, свои реакции, регулировать вообще то, что с ним происходит извне. Следующий тип депривации – это депривация эмоциональная или эмоционального отношения. То есть приемный ребенок, оставшись, да, без кровных родителей, испытывает недостаточную возможность для удовлетворения своего интимного эмоционального отношения в отношении какого-либо значимого лица, или же испытывает в целом разрыв этой эмоциональной связи, если она когда-то была создана. Ну и что еще, в какой депривации может находиться приемный ребенок? Это депривация идентичности или социальная депривация, то есть ограниченные возможности для усвоения автономной социальной роли. Кроме того, конечно же, ребенок испытывает такую значимую депривацию, как материнская депривация. То есть это недостаток эмоциональных, чувственных связей ребенка и матери. Общение ребенка со значимым взрослым, мы знаем, это базовая потребность. И ее отсутствие, конечно же, разрушает психику ребенка изнутри, оборачивается в будущем проблемами с развитием, самооценкой, способностью строить отношения, с волей к жизни и способностью преодолевать трудности. То есть в какой-то степени при испытывании материнской депривации ребенок замирает в своем развитии
Ну и прежде всего развиваются, конечно же, расстройства привязанности. Помимо вот явной материнской депривации, то есть оставления ребенка матерью, есть еще скрытая материнская депривация. Важно знать об этом. Это ситуации, когда нет явной разлуки с матерью, но есть явная недостаточность их отношений или определенные настроения этих отношений, холодные, так называемые. Да? Данный вид депривации всегда претерпевает первый ребенок в семье при появлении второго, то есть утрачивает свою единственность. Ну и материнскую депривацию испытывают нежеланные дети, именно скрытую материнскую депривацию. И последствиями такой депривации для ребенка, конечно же, являются задержки в развитии познавательных процессов, депрессивные расстройства, даже у младенцев, повышенная склонность к возникновению страхов, проблемы эмоционально-волевого развития, отсутствие навыков продуктивного общения, проблема нравственного развития личности, в том числе на физиологическом, неврологическом уровне могут развиться двигательные стереотипии, привычные действия в состоянии бодрствования, раскачивания, сосания пальца и так далее. Расстройства инстинктивности сферы и функциональные сомато-вегетативные проявления, среди которых наиболее частые это нарушение аппетита и сна. Чтобы понять, как это все воздействует на ребенка, более, так скажем, наглядно, да, как меняется личность ребенка, оставшегося без попечения родителей вследствие депривации. В норме ребенок испытывает при нормотипичных отношениях с родителями доверие к людям, у него возникает состояние автономности, то есть он может быть в какой-то степени самостоятельным в зависимости от родителя в поведении, в мышлении, в чувствах, в конфликтах, применяет разнообразные модели поведения и конструктивно в какой-то степени их разрешает. Ребенок, который испытал депривацию, испытывает недоверие к людям, возникают состояния зависимости, в конфликте чаще всего это деструктивная агрессия и узкий набор копинг-стратегий решения конфликтных ситуаций. Что касается интеллекта, то есть в норме у ребенка развивается образное творческое мышление, это вершина интеллектуального развития ребенка. Депривированный ребенок сохраняет ситуационность, наглядность мышления и классификационное мышление, в какой-то степени категоричное мышление. Что происходит с мотивацией депривированного ребенка? Узость, бедность, содержание мотивов и привязанность к определенной ситуации. У ребенка в нормотипичных отношениях есть разнообразие, богатство содержания мотивов и свобода от ситуации. То есть он может подняться над ситуацией и увидеть более широко действительность. Конечно же, воля у нормотипичных детей более развита, сфера волевая, и такой ребенок более ориентирован на самоконтроль. У депривированных детей, ну, и, естественно, у приемных детей есть склонность в необходимости пошагового внешнего контроля. Восприятие самого себя также отличается. В случае нормативного развития ребенка это принятие себя, доверие к себе, ориентация в самооценке на собственные критерии, в конце концов, формируется. И присутствует целостное, зрелое чувство «я». У депривированного ребенка здесь немножко сложнее, присутствует непринятие себя, недоверие себя. Им тяжело ориентироваться на себя, они чаще прислушиваются к мнению других. И в большей степени присутствует чувство «мы»,
нежели чувство «я». Даже в восприятии времени отличается депривированный ребенок. У него присутствует ориентация на настоящее и сужена перспектива будущего. У нормативно развивающегося ребенка есть глубокая перспектива прошлого и будущего. Конечно же, существуют проблемы компенсации таких вот депривационных расстройств у детей, оставшихся без попечения родителей. И если рассматривать внешние проявления, то реабилитация после одного короткого переживания депривации возможно достаточно в быстром темпе и в более полном виде. Но некоторые данные свидетельствуют все-таки о повышенной чувствительности у ребенка к угрозам будущих разлук. Прекращение длительной депривации в раннем младенчестве приводит, в принципе, к быстрой и очевидной нормализации во внешнем поведении и в общих интеллектуальных функциях. Может несколько сказаться на развитии речи, может присутствовать задержка речевого развития, даже если избавление от депривации произошло до года. Длительная и жесткая депривация, которая началась на первом году жизни и продолжалась до 3 лет, уже приводит к более тяжелым последствиям для интеллектуальных и личностных функций, практически которые не то чтобы не поддаются исправлению, но требуют уже более глубокой реабилитационной работы. Длительная же жесткая депривация со 2-го года жизни ведет уже к печальным последствиям для личности ребенка. При этом интеллектуальное развитие может быть абсолютно нормотипичным. Возраст, в котором началась и закончилась депривация, является важным фактором, определяющим обратимость. Но трудно установить точные границы чувствительных фаз для развития отдельных процессов. Чем раньше младенца до года избавят от депривации, то есть чем менее она будет продолжительной, тем нормативнее будет его последующее развитие. То есть если мы берем ребенка с длительным периодом депривации, то мы не закрываем глаза на то, что могут быть особенности в развитии ребенка, и получаем максимальное количество информации об этих особенностях для того, чтобы понимать, что нам нужно помочь ребенку реабилитировать какие-то аспекты своего развития. Интенсивное, конечно же, медицинское, дефектологическое и психологическое, терапевтическое воздействие, особенно в раннем возрасте, может привести к компенсации даже тяжелых нарушений. И чтобы достичь эту компенсацию, устранить факторы депривации недостаточно. Важно дальнейшее стабильное взаимодействие со значимым взрослым. Отсутствие такого взаимодействия может усугубить уже имеющиеся нарушения. Вот это один аспект того, как влияет прошлое на развитие приемного ребенка. Какие есть пути компенсации? Конечно же, это реактивация, то есть обеспечение поступления достаточного количества стимулов из окружающей среды. Сюда включается и фармакологическое взаимодействие с представителями врачебного мира на центральную нервную систему ребенка и создание условий для развития моторики и нормального функционирования органов чувств. То есть такая вот сенсорная реинтеграция ребенка, оставшегося без попечения родителей. Важным фактором является переучивание, то есть ребенок должен постоянно получать дозированные, избранные стимулы, которые укрепляют желаемое поведение. То есть у него постепенно с помощью родителя будут формироваться целесообразные навыки вместо непригодных.
Это, конечно же, исправление нарушений с помощью упорядочивания отношений ребенка вообще ко всему, что его окружает, и к всему социальному и происходящему вокруг него. Даже в какой-то степени формирование новых свойств характера ребенка с помощью психотерапии. И обязательно включение ребенка в сообщество социальное, предоставление ему возможности овладеть новыми социальными ролями. До этого они у него были достаточно ограничены и специфические. И только в обществе и при помощи общества ребенок может избавиться от последствий депривации и создать новые благоприятные отношения к собственному окружению. Вот здесь, кстати, важно помнить, что когда ребенок идет в школу, социум начинает особенно рьяно, оценивать родителей, семью. Именно на этом этапе, даже не столько в первом классе, сколько, наверное, во втором, когда появляется система оценивания ребенка, возникают большие сложности. Если ребенок не так себя ведет, значит, родители плохо его воспитывают. Типичное, скажем так, стереотипное восприятие этой ситуации окружающими. Это вызывает тревогу, напряжение у приемных родителей. Вместо того, чтобы общаться с ребенком нормально, приходится постоянно от кого-то отбиваться. Ребенок получает большое количество негативных стимулов от родителя. У родителя на ребенка не остается сил. Поэтому очень важно до школы, чтобы семья приемная получила комплексную помощь и максимально реабилитирующих факторов получил ребенок. Не только узкопсихологическую, а в том числе неврологическую, педагогическую, для того, чтобы ребенок именно к школе был максимально скомпенсирован. Это очень важно. Потому что 90% времени ребенок находится в школе, и, в общем-то, это весь мир ребенка заключается в школе, и родительский мир тоже, и важно, чтобы максимально комфортно было для обоих. Это 11-летнее времяпрепровождение. Иногда важно родителю помочь найти, может быть, службам опеки, подходящую школу для ребенка, в том числе объяснить особенности, потребности ребенка. Идеально, конечно же, если это будут какие-то программы малокомплектных, может быть, даже частных школ, если у родителей есть такая возможность. То есть крупногабаритные школы исключают возможность индивидуального подхода к ребенку. Следующий фактор, помимо депривации, что еще, какие особенности прошлого приемного ребенка, о чем здесь важно поговорить. Важно вспомнить про привязанность, ее нельзя не затронуть. То есть сначала вспомним, что это вообще такое, как она выстраивается. То есть помним, что для любого человека прикосновение – это вторжение чего-то из внешнего мира. И в первый момент это вызывает беспокойство. Но когда мать берет на руки плачущего младенца, кормит его, она удовлетворяет его потребности, и включается система вознаграждения. Ребенок испытывает удовольствие. Постепенно образуется связь между прикосновением и удовольствием. И таким образом возникает телесная основа привязанности. Потом появление мамы, ее прикосновение, ее голос начинает уже безо всякого кормления срабатывать на то, что ребенку хорошо. И привязанность выстраивается на чуткости и удовлетворении потребностей ребенка. Поэтому в первую очередь привязанность – это про то, какие у ребенка сейчас потребности, про его безопасность, стабильность отношений, предсказуемость реакций, что мама придет, когда я позову, и признание его значимости. Она приходит именно ко мне, чтобы удовлетворить именно мои потребности. А телесный контакт, который при этом доставляет удовольствие и маме, и ребенку, это и есть основа формирования привязанности. А когда ребенок в приемной семье начинает чувствовать себя в безопасности,
Когда у него появляется ресурс вернуться в то время, когда с ним случилась беда, и получить поддержку там, где ее не было, вот этот механизм и срабатывает бессознательно. Ребенок в приемной семье, почувствовав долю безопасности психологической, начинает вести себя как двухлетний, годовалый малыш, плачет непонятно от чего, истерит, хочет на руки к маме, колыбелек, объятий, малышковых игр. И у него есть вот возможность и потребность излечиться, потому что он как бы зовет маму в свой прошлый опыт, в то время, когда было страшно, чтобы попытаться разорвать эту травматическую сеть и связать ее со своим нынешним благополучием. Конечно же, задача родителей в этот момент быть рядом и помогать таким образом излечить вот свое прошлое. Своеобразная машина времени, когда ребенок возвращается назад в свое прошлое, и приемная мама рядом дает ощущение этой безопасности. Когда это много раз повторяется, когда ребенок переходит из настоящего в прошлое и наоборот, в его нейронной сети, сформированной после травмы, появляются новые элементы, и она перестает срабатывать как травматическая. То есть, поэтому очень важно вот эти вот отголоски из прошлого помогать ребенку излечить. Как еще влияет прошлое? Дети с опытом жизни в детском доме часто нарушают чужие границы. Ребенок, например, заходит в комнату, залезает под стол к врачу, не здравствуйте, никакого контакта, сидит под столом, что-то делает. Он не понимает вообще, как устроен социальный контакт, что сначала ты приходишь, здороваешься, тебя приглашают, ты заходишь, может быть, разуваешься. Либо ребенок кого-то видит впервые, бросается обниматься к нему, говорит привет. С какой-то непонятной тетей, которую он впервые видит. Вот таким образом поступают дети с опытом жизни в детском доме, потому что именно так они привыкли получать толику внимания, то есть обнял, получил, не обнял, не получил. И, конечно же, они не понимают про границы, про свои тоже. И, конечно же, что с этим делать родителю? Первый шаг – это, конечно же, про тело. То есть пока мы не поняли, где у нас кожа, где я заканчиваюсь телесно, я не пойму и про внутреннее тоже. Именно при прикосновениях матери во младенчестве мы помогаем ребенку воспринимать границы своего тела. В том случае, когда меня брали в детском доме на руки все подряд, не тогда, когда я хотел, вот эти вот границы тела нарушаются. Поэтому важно, когда в вашем доме появляется ребенок +1, да, помогать ему исследовать свое тело, изучить с помощью прикосновений, называть, понимать, когда больно, когда нет зачастую, да, детки не чувствуют боли, даже интенсивный стимул боли. Учить чувствовать боль, понимать, когда нужно звать на помощь. То есть вот такие вот моменты. И, конечно же, закладывать правила, общепринятые нормы поведения. Родитель должен сначала сам научиться уважать границы ребенка, то есть стучим в дверь его комнаты, прежде чем войти, спрашивает, хочет ли он сейчас именно это. Если не хочет, убеждаем, учимся убеждать, а не за шиворот тащить туда, чтобы причинить ему добро. Не забираем его личные вещи, не заставляем давать собственную игрушку другому ребенку. Он сам решает, так как это его личная вещь, потому что личная вещь – это продолжение его самого ребенка. И в этом смысле в детском доме, конечно же, где не было личных вещей, и личность в какой-то степени тоже стиралась или формировалась, скажем так, с призрачными такими границами. Уважая его право иметь личные вещи, показываем, что уважаем его границы. И параллельно рассказываем про то, как все устроено в обществе. Когда мы идем, к примеру, на день рождения, с бабушкой мы обнимаемся, с чужими людьми нет. Используем словосочетание «так не принято». Да? То есть не ругаем его, никакого осуждения не выказываем, просто говорим о том, что так не принято, и, в общем-то, все.
Кроме того, важно помнить о том, что дети, пережившие опыт физического насилия, могут провоцировать родителей на применение этого физического насилия. Если у ребенка уже есть опыт боли, неуважения к собственным чувствам, к телу, он может не замечать, в том числе и что родителю больно. Да? То есть важно быть готовым к этому. Иногда к нам, к психологам, приходят родители и говорят, что я вообще не знала о том, что могу таким быть. Я превратился в монстра, со мной происходит что-то непонятное. Ребенок из меня достал определенные негативные, условно негативные чувства, эмоции, которые меня самого пугают. И по понятным причинам родитель не может прийти с этими чувствами в опеку и даже не всегда к психологу, да, потому что это угроза насилия по отношению к приемному ребенку. И у родителей, таких родителей, накапливается усталость, напряжение, когда ребенок давит в одну и ту же точку, плюс еще есть давление социума, беспомощность, некий страх перед будущим, да. И важно еще помнить, что родитель при этом в том числе может испытывать вторичную травматизацию. То есть, когда мы сталкиваемся с человеком, пережившим травматический опыт, в данном случае с приемным ребенком, и он начинает показывать определенную симптоматику с этим связанную, да, пока рассказывать, может быть, в какой-то степени об этом. Родители резонируют с его чувствами. Далеко не всегда у него может быть ресурс, чтобы не упасть в эту травму вместе с ребенком. И есть исследования, которые показывают, что у многих родителей, столкнувшихся с посттравматическим расстройством, у них развиваются точно такие же симптомы. И, может быть, не такие глубокие и временные, но тем не менее это происходит. Поэтому родителю, который знает, что его ребенок в прошлом был травмирован, важно сохранять такую внутреннюю устойчивость, чтобы и ребенка поддержать в этот момент, и самому не упасть в травму. И если родитель устает, да еще и включается в резонанс с травматическим опытом ребенка, то есть начинает испытывать идентичные чувства, в какой-то момент у родителя может отключиться контроль, включиться другие механизмы, бессознательно усвоенные родителем в прошлом. И, конечно же, могут быть разные реакции у родителя. То есть, конечно, желательно, чтобы на школе приемных родителей об этом рассказывали, да, для того, чтобы родитель вспомнил свой какой-то травматический опыт и отработал какие-то свои реакции. Есть еще одна важная вещь, о которой нужно знать каждому родителю приемному, что дети, пережившие опыт физического насилия, могут провоцировать родителей на то, чтобы они применяли к ним физическое насилие. То есть так у них внутри сплелись боль, любовь, физическое наказание как единственный доступный способ добиться контакта со значимым взрослым. И когда кровная мама меня била, да, то хотя бы меня видела, а в остальное время она не обращала на меня внимания. Ну и, конечно же, мы не можем не коснуться такого момента, как вопрос, касающийся истории, связанной с кровными родителями ребенка. Очевидно, что в каком бы возрасте ни был взят в семью ребенок, у него уже есть за плечами какая-то история, у всех она разной продолжительности, с разными фактами, которые с ними происходили. У кого-то случалось больше сложностей, неприятных моментов, у кого-то меньше. Но понятно, что это в любом случае болезненная травматическая история. И даже если это младенец, который вроде бы недолго провел время в стенах учреждения, все равно это человек, лишившийся самого необходимого для его жизни контакта с матерью, причем в первые дни, когда меньше всего к этому был готов. История есть, конечно же, и у приемных, и у кровных детей, но другой вопрос, что кровным детям она известна, их окружают люди, которые знают их с рождения и всю их историю предков до определенного поколения. С приемным же ребенком все по-другому.
заниматься темой прошлого ребенка, если вы приемный родитель, нужно только тогда, когда вы сами внутренне к этому готовы. Когда вы имеете определенное представление о том, как это делать, вы рассмотрели эту историю со всех сторон для себя, приняли для себя важность этого момента и понимаете, для чего это нужно делать. Конечно же, на тренингах по подготовке замещающих родителей психологи говорят, что обязательно нужно проговаривать с ребенком прошлое. Но это важно делать в том случае, что когда вы к этому готовы, то есть на ваше усмотрение. Я немножко расскажу о том, почему это нужно делать, но принимает решение каждый родитель самостоятельно. Важно понимать, что эта тема длиной на всю жизнь. Она никогда не ограничивается моментом, когда вы поговорили об этом и забыли. То есть это будет происходить на протяжении всей жизни ребенка, на разных этапах развития, на разном языке вы будете разговаривать, исходя из актуальных потребностей ребенка в этом возрасте. То есть ребенок будет постоянно возвращаться к этому моменту. Конечно, история с приемными детьми была в разные времена. И после войн брали детей, да, после каких-то катаклизмов, но опыт тайны усыновления и вообще вот этот вот момент сокрытия правды, она появилась не так давно, в 30-х годах. И такой опыт был не только в нашей стране, и в других странах. И, конечно же, изначально было естественное при этом желание, когда ребенок претерпел какие-то трудности, уберечь его от дополнительных травм. И в прошлом, конечно же, могла быть определенная негативная социальная ситуация, жестокое обращение, пренебрежение, неблагополучие родителей. И, конечно же, эта тема грустная, болезненная. Казалось бы, зачем ребенку это знать, он расстроится, плохо о себе подумает, что у него плохая семья, начнет плохо к себе относиться и так далее. Вот то, что крутится в голове у каждого родителя. И получается, что вроде бы как хотят родители уберечь прежде всего ребенка от переживания о том, что было, от той же плохой самооценки и так далее. Но, как ни странно, если родитель делает попытку уберечь ребенка от этих негативных переживаний, они все равно у него есть. Негативное отношение к себе берется не от того, что ребенку про это рассказали, а просто потому, что с ним это действительно произошло. То есть эти факты из жизни, то, что мы об этом умалчиваем, из жизни ребенка не исчезает. Он уже был никому не нужен, был заброшен, с ним обращались как с объектом для удовлетворения каких-то своих взрослых потребностей или просто игнорировали. Конечно же, здесь очень важно, как говорить с ребенком. То есть ребенок действительно пережил этот опыт. У него есть сложные чувства к родителям, неоднозначные. И желание их любить, и желание их оправдать. В то же время обида и боль за то, что с ними сделали. Важно понимать, что если с ребенком об этом не говорить, то на поверхности, конечно же, может быть, сначала ничего не будет видно. Но потом все это выльется так или иначе в поведении, в сложном отношении к себе и к миру. И если взрослый не помогает ребенку эту тему понять, проработать, то ребенок остается один на один, в одиночестве с этим вопросом, который осмыслить не может сам, либо же создаст себе определенную историю, которую даже родитель, может быть, не будет знать, потому что не задает вопросов. Все знают, что у детей в том числе есть эгоцентрическое мышление. И если ребенок остался без родителей, он думает, что это он плохой, и в этом его вина, причина вся в нем. Они не могут понять, что бывают разные причины, и что ответственность за заботу, воспитание детей лежит прежде всего на взрослых. И если родители оставляют
один на один ребенка вот с этими вот моментами всеми. Ну, во-первых, он будет выстраивать свои версии того, что происходило, что подчас может быть еще хуже того, что в реальности происходило. И также возникнут фантазии определенные, как положительные, так и отрицательные. Ну и кроме того, справляться со сложными чувствами, понимать, кто виноват, кто нет, ребенок сам не сможет. И есть риск появления обвинения самого себя. Последствия этого могут проявляться в течение всей следующей жизни. И общаясь с приемными родителями в поездках, на консультациях, часто слышим мы, психологи, да, когда говорят о том, что мы все даем приемному ребенку, у него все есть, хобби, учеба, хорошие условия по всем параметрам. Мы беспокоимся о том, что произойдет в будущем, мы даем ему подсказки, мы говорим о том, как повести себя, и тем не менее ребенок оступается. У них нет инициативы, планов на будущее, нет никакой линии вперед. Особенно, когда это уже подросшие дети, которые живут в семье какое-то время, то есть родитель уже понимает, что он достаточно много вложил в ребенка. И тем не менее не появляются инициатива, желания и цели. Мы забываем, откуда берутся вот это вот умение продумывать и ставить цели. Этот настрой на то, чего хочется достичь в жизни самому. Вот этот настрой берется только из того, когда мы знаем, кто я такой и какой я. То есть у меня должно быть устойчивое отношение к самому себе. В принципе, для того, чтобы ставить и добиваться целей, чувствовать себя каким-то ресурсным, нужно хорошо к себе относиться. А берется это исключительно из детства и из понимания, что со мной было, какие люди меня любят, какие люди в меня верят. Если я ошибусь, то можно исправить. Если я не стану сразу плохим человеком, то можно это исправить. И вот такая сила, вера в свои силы, и сила возникает из опыта стабильных отношений, которые сохраняются несмотря на все трудности. Соответственно, когда я понимаю и знаю, что со мной было, у меня есть какая-то устойчивость жизни. То есть важно понимать свои корни, какие бы они ни были, кто я, откуда, какие у меня таланты унаследованы, что я могу. Например, вот это у меня унаследовано, и это я смогу. Такие сравнения постоянно происходят в жизни. То есть семья, она является хранилищем информации у ребенка и для ребенка. И дети, которые не живут в кровных семьях или не имеют доступа к информации о ней, они не имеют источника сведений об истории собственной жизни. И когда детей разлучают и не дают общаться с такими людьми, с которыми они когда-то делили жизненный опыт, вот их история такая мозаичная, состоит из отдельных эпизодов, и им трудно развивать чувство собственного «я». То есть «я» такое становится разорванное, мозаичное и хаотичное. Им сложно понимать, в какой степени их прошлое влияет на поведение в настоящем, потому что часть прошлого либо скрыта, либо не так воспринята. И без этого им, конечно же, очень сложно нести ответственность за свои поступки. То есть наше прошлое, оно укрепляет в нас осознание самих себя и помогает понять мотивы моего поведения. Да, то есть, например, есть такая история про приемного ребенка с тайным усыновлением. Причем взяли его во младенчестве, да, то есть он не так долго испытывал депривацию и рос в достаточной степени нормально, пока его обслуживал врач на дому. Дальше, когда уже, по мнению родителей, ребенок скомпенсировался, его стали потихоньку отправлять уже к врачу в поликлинику. Понятно, что вместе с родителем. И вот
именно там, в поликлинике, у него появился страх детского плача. Откуда растут ноги, понятно, да, то есть это как раз из дома малютки. Но так как у ребенка было тайное усыновление, он не понимал, что с ним происходит, почему он боится детского плача, детских колясок. Ну и, соответственно, возникало представление о себе как не совсем, скажем так, нормальным. Да? То есть почему я так реагирую. А история, вот откуда идут корни вот этого состояния, к сожалению, от ребенка была скрыта. Да? Соответственно, появилось представление о себе как немножечко таком дефектном. Каждый человек имеет право на собственную историю жизни. Очень трудно вырасти психологически здоровым человеком, не имея доступа к истории собственной жизни. И сам факт, когда взрослые колеблются, не решаясь познакомить ребенка с его прошлым, подразумевает, что оно настолько ужасно, что ребенок не сможет справиться с этим. Хотя он был в этом прошлом, он справился, и он находится здесь. Каким бы ни было это прошлое, ребенок прожил его, выжил, продемонстрировал навыки выживания. И события жизни могут быть представлены ребенку в понятном информационном потоке. Важно, чтобы он понял свое прошлое, принял его. Тем самым повысится его самооценка и повысится чувство собственной ценности, потому что у меня появилась прошлая история. Я не взялся из ниоткуда. Располагая определенным опытом, взрослые могут научить все-таки ребенка видеть даже отрицательный жизненный опыт как опыт, источник знаний, и который помогает ему теперь двигаться в определенном русле. То, как вы предоставите ребенку историю его жизни, уже зависит от вас. Конечно же, взрослому важно прежде доказать, что он заслуживает доверия, и только тогда ребенок сможет открыто поделиться своими самыми сокровенными мыслями и чувствами. И опять основной целью общения между взрослым и ребенком будет, конечно же, обсуждение той мысли, что ребенок важен, важны его мысли, чувства в отношении кровных родителей, и приемным родителям важно принять все его чувства, страхи, недопонимания. И, конечно же, самая важная родительская задача заключается в том, чтобы понять, как ребенок сам себе прежде всего объясняет и понимает эту ситуацию, в которой находится. То есть не надумывать что-то свое, а все-таки прояснить, а что же там в голове ребенка творится по поводу всей той истории, что с ним произошла. Конечно же, родители могут выбрать стратегию вообще не сказать, и имеют право, да, ребенку об усыновлении, об опеке, либо сказать неполную правду, либо избегать разговоров. То есть любой родитель имеет на это право. Но таким образом важно понимать, что мы создаем ситуацию, когда ребенок начинает испытывать недостаток доверия и трудности формирования здоровой привязанности уже к членам новой семьи. Узнав, что люди, которые, казалось бы, должны были защищать его, не были с ним до конца честны, ребенок начинает испытывать негативные чувства, не оставляющие места для доверия и привязанности. Важно об этом помнить. Также важно помнить, что по последним исследованиям большой процент тех, кто был в свое время усыновлен, в конечном итоге начинает общаться со своими биологическими родителями втайне от замещающих родителей. Что же делать? Конечно же, для интерпретации прошлой жизни ребенка важно использовать метод положительного переформулирования информации. То есть важно то, как мы подадим ребенку ту или иную мысль. Ну, помимо того, что вначале нужно узнать, в принципе, какая история сложилась в голове у ребенка, прояснить все недопонимания, страхи, фантазии,
Например, то, что ребенок оказался в детском доме, можно сказать по-разному. Да? Твоя мать бросила тебя, или твоя мама понимала, что она не сможет тебя хорошо воспитать, сохранить твое здоровье, обеспечить жильем, потому что у нее были большие трудности. Это, по крайней мере, позволит ребенку в определенной степени справиться с обидой на биологическую маму, которая от него оказалась, и не стать носителем синдрома приемного ребенка, который проявляется в сниженной самооценке из-за того, что раз плохая моя мама, значит плохой я, и раз она бросила меня, значит я плохой. Да? То есть мы переносим ответственность на родителя и в то же время оставляем шанс воспринять не так негативно своего биологического родителя. Если заметно, что ребенок беспокоится по поводу биологической мамы, особенно если представляет, что она умерла, то важно рассказать, что она жива и здорова, и что она не придет его забирать. Это еще один из распространенных страхов среди приемных детей. Ну и кроме того, мы помним о том, что ребенок испытывает самые разные эмоции, в том числе негативный, гнев, обида, страх. Помним, что это вполне нормально. И помогаем контейнировать ему эти эмоции. А зачастую сталкиваемся с тем, что приемные замещающие родители очень негативно относятся к биологическим родителям, особенно если живут в одной маленькой деревне или поселке, и видят там пьющих, да, биологических кровных родителей. Приемные родители испытывают очень сильные негативные эмоции, мы с ними сталкивались в своем опыте. Это и гнев, и раздражение, в какой-то степени даже ненависть, очень насыщенные эмоции. И в этом плане понятно, да, почему родитель это испытывает. Это хороший такой инстинкт защитить своего ребенка, да, и обвинить, как он может. Да? Вот я вижу, он идет по поселку, а его ребенок здесь со мной. Но приемному родителю важно проработать эти эмоции, потому что достаточно сильный шквал таких эмоций неосознанно или осознанно переносится и на ребенка. Важно ли отношение приемных родителей к кровным? Конечно же, важно. Существует множество научных исследований на эту тему, в основном проведенных в Европе, где чаще всего семейное устройство профессионально развито и детских домов нет. И есть стратегии работы с прошлым ребенком, специальные сказки, разные техники. Некоторые из них уже применяются у нас, в том числе создание книги жизни. Исследование проводилось и у нас в Москве. Для этого специалисты работали со множеством замещающих семей, где исследовалось несколько аспектов. Мотивация родителей, то, насколько ребенок знает или не знает свою историю, то, как родители относятся к корням ребенка, к его кровной семье. И в результате исследования семьи разделились на несколько групп. Первая группа – та, где с детьми не проговаривали, что они приемные. Дети думали, что они родились в этой семье. Это тот случай, когда родитель не хотел сталкиваться с обществом, со сложными вопросами. И с другой стороны, им казалось, что они оберегают ребенка. И вот при диагностике детей в этой группе семей выяснялось, что у этих детей есть все то же самое, что и у детей в детских домах. Высокая тревожность, низкая самооценка. Это происходит не из-за того, что ему не рассказывают, что с ним было. Это случалось от того, что у ребенка были сложные первые годы, месяцы жизни. И кроме того, в семьях, где соблюдалось тайное усыновление, вот эти вот сложности, они не обсуждались в общении между родителем и ребенком. То есть была большая тайна в семье, ее аккуратно обходили. И ребенок ощущал, что в семье есть что-то тайное, он не знает, с чем это связано. И в моей практике был случай многочисленных страхов у ребенка в семье, где присутствовало тайное усыновление. И эти страхи не отрабатывались, потому как очень интересный тип страхов был.
все страшилки прятались в шкафчиках, комодиках, чемоданчиках, разных емкостях. То есть вот такой вот страх, да, как скелет в шкафу, да. То есть и у ребенка эти страхи не компенсировались, потому что, ну, собственно, и никак не решался вопрос с тайной усыновления. Следующая группа семей – это семьи, где тайна усыновления была неожиданно раскрыта. И это частый случай, потому что информация может всплыть разными путями, например, случайно. Когда-то кто-то при ребенке что-то обсуждал, и он сделал вывод, или он подслушал какой-то разговор, или нашел документы, или его нашли кровные родственники. И в таком случае разочарование было у всех членов семьи, потому что тайну взрослые хранили не просто так, а когда все развалилось, появилось ощущение какой-то неудачи. У ребенка пропало доверие ко взрослым, он думал, что его снова обманули, оснований доверять взрослым нет. Возникала агрессия ко всем родителям уже и кровным, и приемным за то, что, в принципе, каждый обманул по-своему. И развились фантазии о кровных семьях, причем фантазии как ужасные, так и сказочные варианты, что все было хорошо, меня украли, они теперь не знают, где я. То есть, когда нет объективной информации, фантазии бывают разными. И здесь очень сложно было что-либо сделать, потому что доверие ребенка было подорвано, и терапевтических усилий тратить приходится достаточно много. Третья группа семей, где дети знали о том, что они приемные, но без подробностей. Например, родители либо сами не знали нюансов, да, либо не проясняли нюансы с ребенком, так как не считали необходимым. И они говорили, ну, забудь про свое прошлое, теперь все хорошо, но у тебя есть, казалось бы, неплохая ситуация, но по факту у ребенка были очень размытые представления о границах семьи, они не понимали родственных связей, могли включать в семью посторонних, например, когда давали рисунки, нарисуй мою семью, в нее включали совершенно посторонние люди, соседи и так далее. Потому что ему сказали, что в одной семье он родился, а в другой живет, то есть непонятно, кого включать в семью, посторонний тоже, что ли, родственник, да, непонятно вообще, что такое родственные связи, что такое родные люди. У ребенка развивался страх потери семьи, ну, если непонятно, почему та семья пропала, это появилось, то есть вероятность снова потерять семью. То есть семья – это такое дело, вот она есть, а вот ее нет. И страхи достаточно сильные. В том числе, что просто озвученный факт без обсуждения и помощи в проживании чувств по поводу этого также не срабатывает, этого мало. То есть ребенок все равно остается в непонятном состоянии. Ну и четвертая группа семей, в которой ребенку рассказывали о его прошлом, разъясняли, что теперь ты наш, мы твои родители, мы о тебе позаботимся, но при этом в семье было негативное отношение к кровным родителям, что они ужасные, алкоголики, наркоманы, асоциальная личность и так далее. Забудь их, по этой дорожке не иди, а мы уж сделаем из тебя человека. И в данном случае поднялась другая проблема. Родители в таких семьях как бы рассказывали историю, да, но очень в негативном аспекте. И у таких детей, опять же, выявлялась низкая самооценка, потому что если мы ребенку говорим, что то, откуда он появился, и твои корни, они гнилые, ребенок думает, что и он тоже не может быть хорошим человеком, потому что он корнями оттуда. И ребенок может думать, что если мои родители такие ужасные, то я тоже ничего хорошего не достоин. То есть вот так вот очерняя корни, перечеркивая их, говоря какой-то кошмар, получается, что мы не до конца принимаем и самого ребенка. Ну и мы боимся, в принципе, того, что может с ним произойти, потому что у него такое прошлое. И навязываем такие родительские сценарные страхи. Поэтому, конечно же, очень важно найти хороший в кровной семье для блага ребенка. Эта информация очень тяжело воспринимается приемными родителями, особенно если кровные родители действительно ужасные по факту. И
приемным родителям очень тяжело вообще принять вот эту формулировку, найти хорошее в кровной семье для блага ребенка. Особенно, когда ты сталкиваешься с этими родителями, когда они приходят, когда они пытаются взаимодействовать со своим ребенком. То есть сложности приемных родителей в данном случае понятны. И их эмоции также понятны. В некотором смысле, конечно же, это такой сложный момент, потому что когда приемная семья решает взять ребенка, она должна найти душевные силы, принять и его прошлое. Желательно, чтобы, конечно же, это отрабатывалось на школе приемных родителей. Потому что это очень важная, болезненная территория как для родителя, так и для ребенка, с которой нужно очень аккуратно обходиться. Важно помочь родителям принять свои чувства по отношению к кровной семье, проработать какие-то установки негативные по отношению к кровной семье и помочь ребенку в какой-то степени принять свою историю, свое прошлое, а значит и принять себя. И с одной стороны, мы как родители можем претензии иметь к этим людям за их поступки ужасные, осуждаемые с точки зрения человеческого подхода к людям. Но есть большая разница. Осуждать человека как личность и осуждать его поступки. Мы понимаем, что нет абсолютно плохих и абсолютно хороших людей. У каждого хорошего человека есть плохие поступки. Тем не менее, он как-то с этим справляется и живет дальше. И у каждого человека, делающего ужасные вещи, есть какие-то таланты, хорошие вещи на разных этапах жизни, которые он дал своему ребенку. И есть такой интересный факт, что когда ребенку приписывается какая-то плохая наследственность, при этом забывается, что есть и хорошее благодаря этой наследственности. Например, красивая внешность, симпатичные глаза, определенные таланты к рисованию, какие-то задатки, черт характера, то же самое упрямство, настойчивость. Это ведь тоже от кровного родителя. Эти вещи защитно, скажем так, исключаются из нашего осознания. Часто, например, в роду могли быть дедушки-герои. Да, в реальности могли быть какие-то положительные моменты в истории ребенка именно с кровным родителем, которые он даже помнит, но, например, не рассказывает вам. И действительно, в какой-то момент кровная мама пошла по наклонной, ну, допустим, у нее были какие-то таланты, семья возлагала на нее надежды. Обговаривая с ребенком его прошлое, нужно четко понимать, что мы этих людей до конца не знаем, и мы не можем делать какие-то судьбоносные решения по их жизни только негативные. Поэтому желательно максимально собирать информацию о кровных родителях, даже заранее, когда ребенок еще ребенок, чтобы было как можно больше материала и желательно не только негативного для обсуждения с ребенком. Идея не в том, чтобы подробно описывать негатив, а в том, чтобы вернуть ответственность, да, все-таки взрослому, объяснить, что ребенок не виноват, что его оставили, что родители кровно ответственны за то, что ребенок не остался с ними жить. И то хорошее, что они все-таки передали ему. Если мы осуждаем какие-то поступки, то никогда не говорим, какие кошмарные они были люди. С детьми не могли иметь дело и так далее. Во-первых, это неправда, мы до конца не знаем этих людей. А во-вторых, это нечестно, так как ребенку важно сообщать факты, не дополняя их эмоционально. Важно не запрещать ребенку любить кровных родителей. То есть, когда ребенку сообщаем не только негатив о кровной семье, но с ним исследуем уравновешивающие факторы, что жизнь была подарена и так далее, мы даем ребенку ресурсы все-таки личностные, для личностного роста. Конечно, тут важно объяснять вот в этих моментах, что подарить жизнь мало, нужно еще много внимания и заботы. То есть мы все-таки учим ребенка родительским компетенциям. Да? Очень важно объяснить ребенку, за что можно любить своих кровных родителей. Да, они не смогли заботиться о тебе, не справились, но у тебя есть мы, родители, те, которые любим,
и заботимся о тебе. Жизнь подарили одни люди, помогают жить другие люди. Ты можешь любить и тех, и тех. Это важно сказать, потому что ребенок будет чувствовать очень сильное ощущение, что он обязан выбрать между родителями. Что еще важно? Конечно же, информация должна поступать о кровных родителях постепенно. Когда с ребенком обо всем этом говорят, может проявляться волнение, чувства поднимаются. Это не безоблачный момент для ребенка. К этой теме дети будут постоянно возвращаться, пока растут. В каждом возрасте будут свои вопросы, соответственно, свои объяснения. Сначала, возможно, краткие, на простом языке, потом более подробные по мере роста ребенка. Становясь старше, важно понимать, что ребенок будет заново все осмысливать, будут появляться новые вопросы. Кстати, кровные дети делают все то же самое. Лет с 4 они начинают задавать вопросы. Мама, расскажи, какая я была маленькая, какая у меня была колясочка, как вы познакомились с папой, а как вы решили, что мы должны родиться. Почему они это спрашивают? Потому что когда началась формироваться речь, ребенок словами начинает осмысливать, кто его семья, родственники, то есть не только инстинктами и чувствами, а уже словесно. Это происходит и у кровных, это происходит и у приемных детей. Чем раньше ребенок начинает это слышать и понимать, что эта тема не закрытая, постоянно обсуждается, тем больше он будет уверен, что это просто часть жизни, что это не что-то особенное, чего нужно бояться и стыдиться. Кроме того, ребенку окружающие будут предъявлять новости о его прошлом. И если у него не будет сформировано спокойное восприятие этой части жизни, соответственно, каждое столкновение в социуме с этой информацией будет для него особо травматичным. Конечно же, важно выбрать подходящее время для разговора о прошлом. То есть нужно обсуждать этот вопрос на фоне стабильного развития ребенка, да, не в кризисные моменты, когда и так с ним происходит бурное развитие, когда есть почва под ногами, тогда я уже не так боюсь в настоящем принять информацию, решения, планировать будущее, строить планы и вообще желать себе чего-то хорошего. То есть иметь прошлое очень важно. Ну и, конечно же, важно помнить про самоисполняющиеся родительские пророчества. То есть это когда ребенку говорят, что его кровные родители пили или кололись, и поэтому он тоже будет таким же. Это, конечно же, сейчас большая редкость. Я могу сказать, что те приемные родители, с которыми я сталкиваюсь, мудры, образованы, с развитыми родительскими компетенциями. И вот такие нюансы встречаются уже только в качестве, может быть, страхов, что, возможно, что-то, да, случится с ребенком. И сейчас родители понимают, да, суть вот этих вот родительских сценариев, которые можно навязать ребенку. Но напомню о том, что важно родителю в критический момент не среагировать по типу «ну все, мы знали». Мы так и знали, это гены. Родителю важно помнить о том, что нет таких генов, нет гена алкоголизма, воровства, проституции и так далее. То есть это все социальное поведение, это социальные вещи, которые формируются. И долю влияния такую львиную могут и оказать на появление такого поведения родительские пророчества. Ну, вот такой сложный момент, да, про прошлое приемного ребенка, достаточно болезненная тема, которая так или иначе всегда всплывает на встречах с приемными родителями. И это всегда дискуссионная тема, всегда с большим количеством эмоций, не всегда приходим к общей точке зрения. Но тем не менее родители в какой-то степени начинают принимать, да, вот эту информацию. На сегодня я закончу. Надеюсь, какие-то моменты были для вас полезными. До встречи на следующем вебинаре.
Надеюсь, что обсудим еще какую-то важную и интересную для вас встречу. Всем до свидания, благодарю за внимание.